Я рада всех вас приветствовать и поздравить всех с сегодняшним днем принятия уложения Конституции нашей гагаузской автономии. Хочу вернуться к истории и сказать, что принятие данного законодательного акта было достаточно серьезным и очень весомым шагом в становлении и развитии гагаузской автономии. Закон об особом правовом статусе, который был принят в 1994 году, это был закон, который позволил узаконить нашу автономию, который позволил выстроить хорошие, нормальные взаимоотношения с центром, который действительно позволил и дал серьезнейший толчок к развитию нашей автономии. Я в этом плане имею в виду и политическое развитие, и экономическое развитие, и административное развитие. Закон о Гагаузии, я считаю, ни в коем случае трогать нельзя. Если мы запустим этот маховик и начнем какие-то пытаться вносить изменения через республику, республика потом вправе начать менять закон, поскольку 61 депутат имеет право менять его и выхолостить совсем. Вопрос уложения. Уложение добротно сработано. И Ирина Федоровна, как сказала, значит, сравнила с американской конституцией, работает несколько столетий и вносятся какие-то изменения. Может быть, какие-то изменения надо вносить. Но они должны каким-то образом отражать объективную сегодняшнюю реальность. Да, и не посягать на основу. Если в уложение будем пытаться вносить изменения, которые противоречат Конституции или же закону о Гагаузии, они будут отменяться. Это однозначно. Суть уложения. Вы активно и даже азартно рассматривали этот вопрос. Считаю, это не нужно. Что означает суть уложения? Для чего мы должны родить еще один орган? Так получилось, что бывшее руководство подавало в суд на народное собрание более 40 раз. Ну как это? Почему это? Мы с Петром Михайловичем работали, плохо ли, хорошо ли, но как? Не было даже мысли, каким образом я буду судиться с Народным собранием или Народное собрание будет судиться со мной. Поэтому суд уложения, значит, неверный шаг. Вопросы, скажем, резервного фонда. Поскольку исполком неправильно поступал, на взгляд Народного собрания, взяли и половину резервного фонда отобрали у Башкана. Как это? У исполкома. Надо не отбирать полномочия, а следить за тем, чтобы положения, соответствующие закону, выполнялись. Считаю разумным, если вы вернете резервный фонд исполкому, поскольку в мире нет такого, чтобы Народное собрание распоряжалось резервом. Да, а потом проследили, чтобы оно выполнялось. Изменение закона. Считаю, что оно возможно только тогда, когда произойдет объединение молдавского государства. Тогда, если будет федерация, значит мы будем субъектами федерации, и какие-то изменения будут внесены и в Конституцию молдавского государства, и так далее, и так далее. Уважаемые друзья, я хочу поздравить вас с сегодняшним днем, годовщиной принятия уложения. Это очень важная дата. Это наш курс, по которому мы должны идти. И были разговоры и год назад, и больше, что есть определенные уже, так сказать, неувязки в уложении, что надо вносить определенные изменения. Может быть. Не спорю и не хочу и да, и нет. Значит, надо хорошо изучить. Надо держать связь с нашим народом. И если что-то возобновить, начинать что-то там вносить какие-то изменения, это не месяц и не полгода.
Это надо минимум год, чтобы какой-то проект вынести на обсуждение народу, и после внесения определенных предложений народу, вот тогда ее принять. Согласно уложению Гагаузии, процесс законотворчества в автономии должен быть постоянным и непрерывным. В уложении Гагаузии закреплены права и свободы, обязанности всех граждан автономии. Это тот щит, который защищает сегодня статус автономии. Надо ли вносить в него изменения? Мои коллеги здесь говорили, и правильно говорили. Безусловно, идеальных законов не бывает, и поправки вносить по истечению лет в связи с изменением тех или иных обстоятельств парламентариям следует. Но поправки. Наше уложение, оно на высочайшем современном уровне, мировом уровне был разработан и был принят. Конечно, жизнь течет, жизнь изменяется. Мы хотим статус автономии повысить. Мы хотим, чтобы республика реинтегрировалась, чтобы мы стали составной частью Республики Молдова федеративной. И поэтому мы должны к этому готовиться. Мы должны готовиться, знать, что мы должны предложить, включить в наше уложение. Поэтому внесение поправок обязательно произойдет. Что же касается развития и совершенствования текста нашего основного закона, то здесь, очевидно, давно назревшая необходимость. Среди депутатского корпуса и экспертного сообщества давно ведутся дискуссии о целесообразности внесения дополнений и изменений в уложение, и эти предполагаемые поправки должны быть нацелены на формирование более взвешенной системы сдержек и противовесов во взаимоотношениях между законодательными и исполнительными ветвями власти, а также Башканом. Отдельные предложения касаются процедуры импичмента Башкана, назначения отставки исполкома, формирования ЦИК и других. 20 yıl geçti, nice kurdular bizim kanunu ama o çalışmıyor, nice lazım çalışsın. Ve bizim öndürücülerle biz buluşuyoruz Respublikamızda. Da onlar savaşıyor da bize söylemeyen, bilirler hepsiciğini. Biz buluşuyoruz diplomatiklerle, her taraftan, Avrupa taraftan, Amerika taraftan, Türkiye taraftan. Onlar bizi koyarlar omuzunu bize, yardım yaparlar bize. Ama o yardımlar çok zor yetişiyor bizeden. Karışıklık oluyor. Biz savaşçıyız, hepsini yapmaya ileri doğru. Ki gitsin bunlar yavaş yavaş olmasın barış. Biz savaşçıyız diplomatik taraftan doğrultma bu bizim kanunu. Da o ileri doğru çalışsın. Bakar nasıl orada yazılı, nasıl bize parlament Moldova'nın versin.